Символом международной конференции стала фигура лошади. Изначально многие думают, что это троянский конь. Но на самом деле для символа использовали образ кожаной игрушки 16 века, которую обнаружили при раскопках в Свияжске. Участники конференции приехали изучить опыт Татарстана. В 2018 году на острове Градец-Свияжск при поддержке Минтимера Шаймиева и Фонда Возрождения был открыт крупнейший в Европе и единственный в России музей археологического дерева «Татарская слободка». Его коллекция насчитывает более 140 тысяч различных артефактов. Это и деревянные строения, и предметы утвари. Вскрыт и модифицирован огромный пласт средневековой строительной культуры и быта жителей Свияжска, жителей Среднего Поволжья. И вот это занятие открыло новую страницу в сохранении историко-культурного наследия нашей необъятной Родины. И без сомнения займет особое место, о котором я говорил, познание Российской Федерации и ее богатейшей культуры. Мы дорожим своей Родиной. Многоконфессиональной, многонациональной. И по мере того, как дальше вот созидаем, значит, мы больше сплачиваемся. Идет процесс роста самосознания всех нас. Роста самосознания и духовности на этой основе. Над созданием музея объединилось огромное научное сообщество. Наши специалисты разработали ряд передовых методик. Так, для лучшей пропитки древесины специальным раствором предметы помещали в вакуумную камеру. Были применены ряд новых технологий, позволяющих добиваться более качественного реставрации для крупномерных объектов, потому что подобный опыт для России это был впервые. Международная конференция в Казани посвящена так называемой мокрой археологии, то есть дереву и органическим предметам, найденным во влажной среде. Обменяться опытом приехали более 100 специалистов из России и зарубежья, Китая, Монголии, Сенегала, Турции и еще ряда стран. Настоящего музея археологического дерева ни в одном древнерусском городе пока не создано. Вот все опыты очень локальны, поэтому Татарстан с созданием музея в Свияжске подает нам пример. И мы, конечно, все заинтересованы в том, чтобы мы больше знали об этом опыте, чтобы он расширялся, чтобы он стал достоянием мировой, наверное, реставрации. На конференции я смогу удовлетворить две свои потребности с точки зрения обмена опытом. Я смогу узнать новые техники работы в полевых условиях и как потом правильно музеифицировать найденные предметы. Развивать надо все. У нас и с кадрами не очень хорошо в этом отношении. Реставраторов по дереву, но их тоже по пальцам можно пересчитать. И с реагентами, думаю, что это вопрос решаемый. Химия у нас в стране развита неплохо. Как отметил Минтимер Шаймиев, символично, что конференция проходит в год культурного наследия народов России и год 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. Работа по сохранению традиций народов имеет глубокий смысл. Выступление государственного советника было созвучно с валдайской речью Владимира Путина. Он подчеркнул, развитие должно идти именно в диалог с цивилизацией, с опорой на духовно-нравственные ценности. У разных цивилизаций разные понимания самого человека. Это слова Владимира Владимировича в Валдайском клубе. Его природа, она часто только на поверхности разная, но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. Это так. И чрезвычайно важно общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее. Потому что все время в ожидании будущего, будущее оно всегда в ожидании будет, но его, значит, сблизить и почувствовать, и передать дальнейшим молодым поколениям, следующим поколениям, что это нужно, потому что духовность без этого не приходит. Минтимер Шаймиев отметил, Татарстан идет по этому пути, реализуя уникальные проекты, в числе которых редчайший в мире музей дерева. Конференция будет идти до конца недели. Специалисты обсудят различные аспекты мокрой археологии и посетят древний Болгар и остров Град-Свияжск, где наглядно познакомятся с сохранением культурного наследия. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.